Сегодня во всем мире отмечают День медсестер. Этот праздник проводится с 1965 года под патронатом Международного совета медсестер. Без их навыков и милосердия лечебный процесс немыслим. В больницах, поликлиниках и медпунктах Алданского района работают порядка 1000 медработников среднего звена. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Книжные премудрости сестринских дисциплин осваиваются в процессе учебы. Опыт приходит с практикой, однако медицинской сестрой нужно родиться. Есть профессии, в которых понятие окончания рабочего дня неприемлемо, и медицина относится к их числу. Родители обращаются и в выходные, и в праздничные, и вечером, и бывает и ночью, потому что какие-то моменты, что они не могут позвонить врачу, они могут позвонить мне. И, в общем, какие-то там подсказки, какие-то им советы мы даем. Людмила Пилых – правая рука. Так ее называет врач-педиатр Ирина Тембо. Вместе они вырастили сотни мальчишек и девчонок. А Людмила Владимировна в этом году отмечает юбилей – четверть века работы участковой медицинской сестрой. Мы работаем в тесном тандеме на участке. И с нашими неблагополучными, и с благополучными детьми, и патронажи, и приемы. Я без нее никуда. Если участковая медсестра ответственная, как моя Людмила Владимировна, добросовестная, то это 90% работы участка. На участке Ирины Тембо проживают порядка 1000 детишек. Всех малышей Людмила Пилых называет своими детьми. Всех знаем, всех. У нас уже растут внуки, наши уже. Вот, дети, ихние дети. В общем, да, детей мы всех знаем. Мы не только свой участок, в общем, мы знаем почти весь город. Много внимания участковые медики уделяют детям из семей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Зачастую к неблагополучию приводят пагубные пристрастия мам и пап. И дома здоровье и жизнь малышей подвергаются постоянной угрозе. Детишек, находящихся в социально опасном положении, врач и медсестра навещают каждые несколько дней. Даже чуть ли не каждый день, то есть в неделю 2 раза она, потом я. И мы, в общем, если какие-то у нас есть к ним претензии, мы пишем в отдел опеки. В памяти медсестра участка должна держать массу вещей относительно каждого ребенка. У кого пищевая аллергия, у кого непереносимость лекарств, кому необходимо придерживаться диетического питания и кто склонен к тем или иным заболеваниям. Кроме сугубо медицинских аспектов, немаловажно также выбрать верный тон в построении диалога с родителями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.